Подготовку к проведению мероприятий по празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией обсудили на совещании у главы региона. Общий объем доходов составит 30 миллиардов 303 миллиона. Общий объем расходов 30 миллиардов 836 миллионов. Дефицит бюджета составит 533 миллиона. Законопроект о внесении изменений в закон Ингушетии о республиканском бюджете на будущий год обсудили в парламенте. 6 единиц техники республиканская клиническая больница получила в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Теперь зрят в корень через призму супертехнологий. Врачи региональных медучреждений осваивают новое оборудование. 27,3% опрошенных считают, что работников не стоит благодарить, так как им платит государство. Около 27,1% опрошенных благодарят всегда. Не дать не взять. Меры по противодействию коррупции сегодня обсудили на совещании в Магасе. Водители, конечно, должны уступать дорогу пешеходам. Особенно хотелось отметить соблюдение скоростного режима в населенных пунктах. Пешеходы как мишени на дорогах региона. Их не спасает ни зебра, ни ПДД. На все воля водителя. Это новости 24. Добрый вечер. Подготовку к проведению мероприятий по празднованию в 2020 году 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России сегодня обсудили на совещании у главы региона. Программа празднования знаменательной даты включает в себя серию масштабных мероприятий, среди которых программы Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Кроме того, в течение следующего года в республике пройдут международные соревнования, межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектакли, лектории, фестивали, конкурсы, молодежные флешмобы. Будут сняты документальные фильмы и выпущены книги на взаимоотношениях Ингушетии и России. К празднику также выпустят юбилейную монету и памятную почтовую марку. Логотип, под которым пройдут торжества, выберут с помощью конкурса среди жителей республики. Глава региона подчеркнул, что курирующим органам необходимо провести осмотр культурных объектов в каждом населенном пункте и их подготовку к проведению масштабных празднеств. В Народном собрании республики прошло внеочередное 66-е заседание. В нем приняли участие представители администрации главы, правительства, прокуратуры и Минюста. Обсудили законопроект о внесении изменений в закон Ингушетии о республиканском бюджете на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов. Также произошли изменения в законе Ингушетии о судебных участках мировых судей. Все подробности у Светланы Томовой. В процессе совещания депутаты обсудили вопросы, включенные в повестку пленарного заседания. Один из них – рассмотрение закона об изменениях в республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Настоящий законопроект подготовлен в целях отражения дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в объеме около 1,5 миллиарда рублей в соответствии с распоряжением правительства России. После внесения изменений основные характеристики республиканского бюджета сложится следующим образом. Общий объем доходов составит 30 миллиардов 303 миллиона, общий объем расходов 30 миллиардов 836 миллионов, дефицит бюджета составит 533 миллиона. Доходную часть республиканского бюджета предлагается скорректировать на 293 миллиона рублей. Так учитывается дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в размере 1 миллиарда 59 миллионов, и грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъекта в размере 405 миллионов рублей. После основного доклада замминистра финансов у депутатов возникло ряд вопросов к Багаудину Халухаеву. Мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование, это полное обеспечение в течение года учебниками, одеждой на 2 сезона. Есть перспективы в течение года, что мы вернемся и все-таки выполним свои обязательства в социальном бюджете? Если у нас появятся источники финансирования, конечно, мы будем предлагать в первую очередь направить эти источники на исполнение вот этих социальных обязательств.
Что же касается изменений в бюджете, отметил заместитель министра финансов, целью этого законопроекта является уточнение доходов бюджета и корректировка его расходной части. Данные изменения предусматривали увеличение доходной и расходной части бюджета. Нам в этом году оказали дополнительную финансовую помощь, которая направляется на образование, часть которых направляется на образование, увеличение лимита бюджетных ассигнований. Депутаты проголосовали в первом чтении, приняли. В дальнейшем будем в комитетах рассматривать, вносить, если надо, поправки, обсуждать с депутатами данный проект закона. Также на заседании предложили внести изменения в закон Ингушетии о судебных участках мировых судей. Как отмечают депутаты профильного комитета, настоящий проект закона подготовлен в целях проведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Внесение указанного законопроекта обусловлено в том числе и необходимостью уточнения отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции. Так, согласно федеральному закону о мировых судьях в Российской Федерации, к мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требования, которые в соответствии с законом Российской Федерации о статусе судей Российской Федерации предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей с учетом положений настоящего федерального закона. На заседании обсудили и приняли еще один проект закона, где предлагается исключить из республиканского закона о судебных участках мировых судей пункт 2 из статьи 2. Так, согласно пункту 2 статьи 2 данного республиканского закона мировые судьи судебных участков до назначения на должность мировых судей вновь образованных судебных участков осуществляют свою деятельность на судебных участках в границах, существовавших до вступления в силу настоящего закона. При этом пункт 2 статьи 12 Федерального закона о мировых судьях предусматривает, что до назначения избрания на должность мировых судей дела, относящиеся к компетенции мировых судей, рассматриваются районными судами. Кроме этих принятых законов, в повестку заседания парламента было включено более 20 законодательных инициатив президента России, Федерального собрания России, правительства России и законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, вновь побившая рекорд по количеству аккредитованных журналистов, 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, состоится уже завтра. Традиционная встреча с прессой начнется в полдень в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Транслировать пресс-конференцию будут федеральные телеканалы и радиостанции. Беседу с журналистами будут переводить сразу на несколько иностранных языков. Устройство синхронного перевода журналисты смогут получить при входе в зал. Напомним, что прошлогодняя пресс-конференция прошла 20 декабря. Она продолжалась почти 4 часа. За это время глава государства ответил на вопросы более полусотни журналистов. Непревзойденный профессионализм и самые передовые возможности современной медицины. Теперь ингушские нейрохирурги, флебологи, кардиологи смогут в полной мере реализовать свои уникальные навыки. По нацпроекту здравоохранения республиканские больницы оснащают высокотехнологичным оборудованием, что в разы упростит диагностику, лечение, а также ускорит и выписку пациентов. Ирина Цичоева расскажет об этом подробно. 6 единиц техники республиканская клиническая больница получила в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Оборудование позволит медикам оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2015 году молодой, но очень перспективный нейрохирург Умар Газгиреев провел сложнейшую операцию для пациентки с диагнозом опухоль спинного мозга, не имея при этом соответствующего оборудования и укомплектованной операционной. Тогда ему было трудно поверить, что спустя годы его отделение получит высокотехнологичное нейрохирургическое оборудование, и он будет проводить свою очередную сложнейшую операцию, имея целый спектр возможностей. Лучшее медицинское оборудование, признается доктор. Мы сейчас удаляем гематому, внутримозговую гематому открытым доступом, а имея эндоскопическую стойку, мы можем сделать маленькую дырочку, не повреждая уже здоровые нормальные ткани, подойти к основанию черепа, к желудочковой системе, удалить эту гематому. Таким же образом, скоба Мэйфилда – это жесткая фиксация, которая во время операции любое движение головного мозга это приводит, представляете, смотрим в микроскоп, и любое движение это уже большие шаги для нас, да, смещение.
Скоба Мейфилда – это система стабилизации черепа, которая применяется при открытой краниотомии. Иными словами, медикам она необходима для жесткой фиксации головы пациента. С помощью системы операция может проводиться как в положении лежа, так и в положении сидя. Таких условий раньше у нейрохирургов не было, поэтому врачи сразу пускают технику в дело. Результаты реализации национального проекта пациенты уже сейчас могут почувствовать на себе. Операции, которые проводятся с помощью такой техники, позволяют врачам быстрее выписать больных. Нейрохирурги определяли, какое оборудование купить, какой марки, какой комплектации. Мы очень довольны тем, что оно у нас сейчас есть. И вот сейчас вы присутствуете во время операции. Уже первая операция с использованием этого оборудования сегодня проходит. Это не последнее еще оборудование. У нас еще несколько единиц оборудования для онкоцентра и для детской поликлиники. Все остальное оборудование, около 70 единиц, уже получено нашей республикой. Здесь, кроме этого хирургического эндоскопа, мы получили еще и 2 УЗИ-аппарата экстракласса. В рамках подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» региональный сосудистый центр получил перечень медицинского оборудования для реабилитации пациентов, которым провели операции на головной мозг. Как правило, таким больным очень важно избежать инвалидности. Получили еще оборудование для проведения ранней реабилитации больных, перенесших операции на головном мозге, постинсультных больных и больных, которые пролечены по прединсультным состояниям. То есть для регионального сосудистого центра. Это оборудование для проведения механотерапии. Это разгрузочная механотерапия для того, чтобы восстановить функцию, работоспособность верхних конечностей, нижних конечностей, также разгрузка всего тела. Высокотехнологичное оборудование в рамках реализации нацпроекта получили также флебологи, кардиологи и сосудистые хирурги. Теперь диагностировать сердечно-сосудистые заболевания станет легче. Новые УЗИ-аппараты экспертного класса медики уже осваивают. В данный момент к нам поступила больная с окклюзией брахиоцефальной артерии. То есть у нее появились головокружение, недомогание, постоянные непроходящие головные боли, не обезболивается ничем, анальгетиками. Поступила к нам в региональный сосудистый центр и сразу благодаря нашему аппарату, УЗИ-аппарату и нашим великолепным специалистам у нас есть возможность выявить причину и прооперировать. Врачи ультразвуковой диагностики отмечают возможности новых аппаратов. В частности, они широкого действия, легкая система установки диагноза и хорошая визуализация. На новых аппаратах мы проводим исследования сосудов шеи, где можно выявить гемодинамически значимые стенозы, тромбозы, в принципе, выявить причину инсульта и инфарктов. В первую очередь оборудованием будут оснащены республиканские больницы и отделения, в которые попадают пациенты со сложными диагнозами. Именно так в рамках реализации приоритетного национального проекта планируют повысить качество медицины. Лина Сычоева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. С 1 января следующего года вступает в силу целый ряд законов. Так, в 2020-м расширится география применения налога на самозанятых граждан. В эксперименте примет участие еще 19 регионов. Еще одно важное новшество – отмена налога на вмененный доход для предпринимателей, осуществляющих торговлю лекарствами, обувью, одеждой, изделиями из натурального меха, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. По налогу на прибыль изменения коснутся инвестиционного вычета. С 2020-го заявить его можно будет уже в 35 регионах, в том числе в Москве. Для граждан это станет стимулом не просто хранить сберегательные средства, а вкладывать их в ценные бумаги или класть на свой инвестиционный счет. В Яндере продолжается строительство школы. Здание рассчитано на 250 мест. Объект будет инновационным. Сейчас рабочие бригады трудятся на 2-м уровне. Когда планируют завершить возведение общеобразовательного учреждения, узнаем у Идриса Ижиева. Строительство нового общеобразовательного учреждения в селе Яндере начали еще летом. Бетонные и монолитные работы позади. Сейчас на объекте бригада из 20 человек трудится над возведением стен. Все качественно и без задержек. Идет работа хорошо. Ложим кладку окон. Идет к завершению.
Стройка идет быстрыми темпами. На возведение каждого этажа рабочим требуется приблизительно 30 дней. Закончив первый этаж в рекордные сроки, бригада вот уже неделю работает на втором уровне. Сейчас самое главное – отстроить внешний каркас стен, после чего рабочие займутся временными опорами. Их заменят на бетонные перегородки. Закончили фундамент, стены основные. Сейчас идут перегородки. Внутренние и наружные стены и складки. Вообще-то он так-то нормально, работа двигается хорошо. Условия неплохие для работы организованы. Все, что необходимо, у нас имеется материал, все завезено, все готово для этого. А после кладки стен что продолжите делать? Мы после кладки стен начинаем уже кровлю, верхние этажи, все это будет закрываться. И после кладки сразу начнется электрика и последующие виды работы, соответственно, какими должны быть. Школа, рассчитанная на 250 мест, проходит по линии регионального Минстроя. Перед тем, как возвести здание, рабочим пришлось проделать немалый фронт работ. Снести старые постройки, вырыть котлован и подготовить так называемую подушку для фундамента. Рельеф непростой, однако все запланированное не только было успешно выполнено, но и с опережением графика. Пока новое бетонное здание мало напоминает новую инновационную школу. Однако после всех внешних и внутренних работ здесь появятся просторные аудитории, большой актовый зал, гардеробные, санузлы. А двор украсит игровые и спортивные площадки, а также новый спортивный зал для всех видов спорта. На протяжении всего времени за стройкой наблюдают как местные жители, так и сотрудники управления капитального строительства. Регулярно сюда приходят депутаты местного самоуправления, местные жители. Они очень рады, что для их детей строится такая новая школа. Тут раньше на этом месте была старая школа, она жила своего, а сейчас новые технологии, новые стройматериалы. Регулярно мы ведем строительный контроль, чтобы за качественной работой, применяемых на этом строительстве. А так, по графику мы идем без отставания. Чтобы приблизить момент открытия, рабочие намерены трудиться в усиленном темпе. Завершение строительства запланировано на декабрь 2020 года. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Не брать и не давать взятки. В Магасе в рамках Дня борьбы с коррупцией прошла встреча с представителями органов местного самоуправления, руководителями общественных организаций, различных министерств и ведомств. Главная тема беседы – противодействие коррупции. Какие меры необходимо применять для борьбы с этим явлением? В репортаже Жаридат Халухоевой. Злоупотребление служебным положением, дача взятки или иное незаконное использование своего должностного положения, вопреки законным интересам общества. Примеров коррупционной деятельности немало, и все они, как известно, так или иначе актуальны в нашей республике. Неужели акции, видеоролики и плакаты против взятничества малоэффективны? Но именно через профилактику и привлечение к ответственности строить свою антикоррупционную деятельность региональное отделение Ассоциации юристов России. Действительной, реальной, эффективной профилактики этого явления, то и коррупционных правонарушений будет меньше значительно, и, соответственно, не будет вообще стоять вопрос о привлечении к ответственности тех лиц, которые такие правонарушения совершили. Немало вопросов у Аюпа Гагиева в части проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Если сравнивать статистику за последние годы, число проведенных проверок коррупционных нарушений за 2019 год составляет всего 30, а это на 11 актов меньше, чем за 2018. Отрицательно сказываются неполнота и бессистемность правовой базы, четких положений о полномочиях и ответственности государственных органов и должностных лиц. Пробелы видны в оценке правового регулирования вопросов проведения антикоррупционного мониторинга. Люди, конечно, не хотят называть конкретные имена, фамилии, да, коррупционеров, да, это самая такая больная тема, когда ты говоришь, а вот кто это там у вас требовал что-то, да, а вот дайте его, назовите. Да, у нас такой менталитет, такое слово, набившее оскомину. Он такой, какой есть. Но ведь задача государственных органов, хотя бы, чтобы условия были созданы необходимые для того, чтобы вот эта ситуация не возникала. Вот над этим нам надо думать. А граждан, я думаю, надо в последнюю очередь упрекать, что они так поступают. Проблемы противодействия коррупции не могут быть решены исключительно путем внесения поправок в законодательство о государственной и муниципальной службе, уверен уполномоченный по правам человека в Ингушетии Жамбулат Аздоев. Нормы антикоррупционной направленности должны пронизывать практически все отрасли права, в том числе в защите интересов человека. По данным индекса
восприятия коррупции Transparency International, такая международная организация, в 2018 году Россия заняла 138 место из 180 стран, набрав 28 баллов. Как показывает та же статистика, деяния нарушения прав человека в подавляющем большинстве совершаются органами публичной власти. Мотивами служат социальный эгоизм, желание извлечь какую-то выгоду. Но действительно ли вся вина лежит на власти? Вопрос разбирала директор НИИ имени Чаха Ахриева Нина Барахоева. По данным социологического опроса, который они провели в рамках реализации программы противодействию коррупции, большинство жителей не видят ничего плохого в том, чтобы дать на руку. Результаты исследования показали, что лишь 27,3% опрошенных считают, что работников не стоит благодарить, так как им платит государство. Около 27,1% опрошенных благодарят всегда и не считают подобное поведение проявлением коррупции. Считают, что благодарить стоит всегда 17,1%. По мнению собравшихся, трагедия сложившейся ситуации состоит в том, что теневое право, порожденное отклоняющимся, в том числе коррупциогенным поведением, приобретает весомость даже большую, чем сами формальные нормы. Причины коррупции, как опасного социального явления, лежат в самом укладе жизни. Посыл такой, что нужно и самому государству, и органам государственной власти, в первую очередь, выполнять свои обязательства. Ну и населению, конечно, нужно немножко менять правосознание наших граждан. Все должны знать, что коррупция – это болезнь, что это зло, это путь никуда. От этого зависит благосостояние нашего народа, ну и в целом республики. Встреча проходит в рамках Дня борьбы с коррупцией. Подобные мероприятия – еще один шаг, который дает нарушителям закона возможность подумать и осознать, что риск слишком велик. Для этого участниками конференции даже представлена выставка рисунков с агитационными лозунгами против коррупции. Жардат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ингушетия в 2020 году примет участие в национальном проекте «Культура» по преобразованию муниципальных библиотек в модельные. На реализацию проекта уйдет порядка 40 миллионов рублей, 400 тысяч из которых будет выделено из регионального бюджета. Благодаря участию в этом проекте заведения станут не только местом для чтения книг, а преобразятся в современные культурно-просветительские центры. Там будут созданы площадки для выставок, зоны для кинопоказов. В модельных библиотеках также появится возможность проводить небольшие концерты, творческие вечера и лекции. До конца 2024-го преобразованию подвергнутся центральные библиотеки Сунжи, Назрани и 4 библиотеки в сельских поселениях Верхняя Челуки, Зязиков Юрт, Нижняя Челуки и Инарки. Кто чаще всего становится жертвами вербовки? Какую роль в судьбе многих людей играют лайки и репосты? Социально-правовые аспекты противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде обсудили на ежегодной студенческой научно-практической конференции. Мероприятие прошло сегодня в Ингушском госуниверситете. Репортаж Даны Плиевой. Они причиняют боль невинным людям и лишают жизни тех, кого дома ждут родные и близкие. Молодежь чаще всего становится жертвой и одновременно живым орудием в руках террористов, рассказывает Илья Скатиев. В своем докладе студент юридического факультета ИНГУ подробно описывает причины, толкающие таких же, как он, молодых ребят на экстремистскую деятельность. Четверокурсник поднимает одну из актуальнейших тем сегодняшнего времени – тему лайков и репостов как основание привлечения к уголовной ответственности в социальных сетях. Мы предлагали дать легальное определение понятиям лайк и репост, и когда за эти действия будут привлекаться к ответственности. Конференция, посвященная защите от такого радикального направления в молодежной среде, собрала немало инициативных студентов. В своих докладах каждый из них озвучивает проблемы и способы противодействия чуме 21 века. Организатором выступил Ингушский университет, для которого подобного рода встречи проводятся уже 3-й год подряд. В своих статьях, докладах они формулируют проблемы, обозначают правильные проблемы и предлагают пути решения этой злободневной проблемы в реальной действительности наших дней. И студенты в докладах, в статьях говорят о том, что эта проблема не сугубо находится в правовом поле, но эту проблему нужно решать еще и посредством разрешения социальных проблем, которые присутствуют или являются частью жизни нашего общества. В числе гостей сегодняшней конференции представители различных ведомств и организаций, занятых
профилактикой терроризма и экстремизма в нашем регионе, а также те, кто непосредственно оказался жертвой террористического акта. Абубакар Костоев, звезду Героя России, получил за мужество и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунжского района. Сегодня почетный гость конференции делится с молодыми людьми, рассказывая, как уберечь наше общество от такого пагубного влияния, как терроризм. Изначально дети должны слушаться своих родителей, должны быть занятыми постоянно, учиться, заниматься спортом. То есть все полезное хватать себе, чтобы сформироваться положительной личностью. А органам внутренних дел, правоохранительным структурам, всем взаимодействие, работать против терроризма. Говоря сегодня вообще о спокойной жизни, о мирной жизни, я всегда вспоминаю хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Если вдуматься в данный хадис, он является не просто, а это закон жизни, это правило для каждого человека, определиться для себя, что он делает и какой образ жизни он вообще ведет. Хадис звучит следующим образом: «Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Есть одна передача хадис, где говорится мусульманин, то есть истинный мусульманин, того, кого можно считать мусульманином, это тот человек, от чьих рук и языка чувствуют себя в безопасности другие мусульмане. Организаторы и докладчики уверены, нельзя оправдать террористические акты, причиненные моральный и материальный ущерб, унесенные жизни. Слезы и боль в глазах родных и близких, убитых людей. Молодым людям важно уяснить, что за терроризмом и экстремизмом нет будущего. Лишь поломанная жизнь и осуждение общества. Дана Плева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Теперь о ситуации на дорогах региона. Перейти трассу даже в отведенном для пешеходов месте зачастую настоящая проблема. Непреложное правило: увидел пешехода — остановись, дай ему спокойно пересечь проезжую часть, на наших водителей не распространяется. В результате мечется тот, кто на своих двоих, нервничает тот, кто за рулем. Готовая ситуация для ДТП. Подробная сводка у нашего корреспондента. Наезд на пешехода. Сводки ГИБДД с такой графой почти каждую неделю свидетельствуют о жертвах и пострадавших на дорогах республики. Исключением не стало и сельское поселение Приева. Здесь, по улице Солнечная, в ночное время суток был совершен наезд на местного жителя, переходившего проезжую часть дороги. Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений на месте. Плохая видимость на дороге из-за отсутствия хоть какого-либо освещения или же перехода в неположенном месте — все эти факты могли стать причинами, решившими судьбу местного жителя, погибшего в 300 метрах от дома. 17 декабря около 22 часов 10 минут в сельском поселении Приева водитель, управляя Toyota Camry 93 года рождения, совершил наезд на переходящего место проезжей часть пешехода. Затрагивая тему перехода в неположенном месте, нельзя не отметить, что дорожная разметка здесь еле заметна, а соответствующий дорожный знак вообще отсутствует. Мы видим, что есть разметка дорожный переход, но, к сожалению, нет информирующих знаков о том, что пешеходы знали, что они могут переходить дорогу там, где им положено. Эти моменты мы сегодня отметим, мы будем об этом говорить, потому что наши пешеходы должны также чувствовать себя в безопасности, потому что мы сегодня должны создать им условия, если мы говорим о их безопасности. И водители, конечно, должны уступать дорогу пешеходам. Особенно хотелось отметить соблюдение скоростного режима в населенных пунктах. Неоднократные призывы сотрудников госавтоинспекции как к любителям, так и к пешеходам, профилактические мероприятия по соблюдению ПДД, также многочисленные рейды по выявлению нарушителей на дорогах. Казалось бы, делается многое, чтобы заставить нас задуматься и изменить плачевную ситуацию на наших дорогах, не говоря уже о том, что близкие и родственники пострадавших из-за нашей беспечности вынуждены коротать дни и ночи в реанимации, переживая за судьбу пострадавшего. За декабрь месяц совершено 5 дорожно-транспортных происшествий. Причиной тому был наезд на пешеходов. К сожалению, на 3 человек погибло и 3 получили ранения различной степени тяжести. В числе, к сожалению, пострадавших у нас есть несовершеннолетние 2002-2003 года рождения. Добрый и отзывчивый парень, настоящий друг. Многочисленные комментарии с такими отзывами в соцсетях от друзей и знакомых Исмельхана Цычоева в его поддержку не утихают уже почти неделю. 14 декабря Исмельхан также стал жертвой наезда на пешехода. С тех пор он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По словам Тагира Адамова, врача, дежурившего в тот злополучный для мальчика вечер, утешительный прогноз давать еще рано. Цычоев мальчик попал у нас в реанимацию, где был экстренно прооперирован из-за тяжести состояния.
Как предварительный диагноз у него обнаружена была гематома головного мозга, различные телесные повреждения, перелом костей стопы с обширной раной, дефектом кожного лоскута. Экстренно был прооперирован ребенок нейрохирургом Кадзоевым Магомедом для удаления гематомы, проведена трепанация черепа. Ребенок сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Дыхание на аппаратное у него дыхание, на аппарате искусственной вентиляции легких. Обращаясь, в частности, к родителям, чьи несовершеннолетние дети могут бесконтрольно прогуливаться в темное время суток, сотрудники госавтоинспекции призывают обратить внимание на тот факт, что их ребенок по статистике представляет самую незащищенную категорию. Также рекомендуют использовать в их одежде светоотражающие элементы. Светлана Томова, Адам Мережкова, Магомед Дидигов. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.